Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Беременные женщины, точно так же, как и другие категории населения, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Какое влияние COVID-19 имеет на будущую мать и плод, насколько опасна эта вирусная инфекция и какие могут возникнуть последствия, расскажет сегодняшняя гостья студии Данара Донская, заместитель главного врача Якутской республиканской клинической больницы по акушерству и гинекологии. Данара Дамансыреновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с главного. Чем же все-таки опасен COVID-19 для беременных женщин? Ну, вообще беременность – это физиологическое состояние, которое создает предрасположенность к вирусным инфекциям. И, естественно, имеются данные относительно большей приверженности беременности именно коронавирусной инфекции. Ну, в силу своих изменений в организме, органов дыхательной, иммунной системы. Если в начале пандемии данные о том, что заболеваемость беременных ковидом вроде бы не выше, чем в целом населении популяции, по данным Китая и Италии, то в настоящее время многочисленные исследования показали, что не только приверженность беременных новой коронавирусной инфекции большая, но и большая частота неблагоприятных исходов. Ну, поэтому беременные, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, они должны рассматриваться как группа высокого риска по заболеваемости и по смертности. Причем особенностью является то, что у беременных возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Скажите, а возможно ли передача коронавируса от матери плоду? Есть систематический обзор, который включал где-то исследования более 110 тысяч беременных. И в сравнении и проанализировав эти данные, было показано, что в 5% где-то случаев возможна передача коронавирусной инфекции от матери к плоду внутриутробно. И частота заражения 8% где-то при контакте инфицированной мамы с новорожденным ребенком. Как может отразиться на развитии плода новый штамм омикрон? Говорить о развитии, на влиянии омикрона на плод, это говорит все равно, что о влиянии любого штамма коронавирусной инфекции на течение беременности и течение родов. То есть в настоящее время у нас нет в республике, не зарегистрировано случаи омикрона у беременных. Но по обзорам каждая пятая беременная, это систематический обзор, который включал исследования мировые, а каждая пятая беременная с новой коронавирусной инфекцией имеет преждевременные роды. Каждый девятый, почти 12-й осложнение беременности, задержка роста развития плода. Очень часто беременность заканчивается операцией кесарево сечения. Это более почти половины процентов случаев. Также около 54% случаев это осложнением является послеродовое кровотечение. Причем массивное кровотечение, которое требует оказания реанимационной помощи. По госпитализации, да, беременные с новой коронавирусной инфекцией чаще требуется госпитализация в отделении реанимации новорожденных. Где-то, по нашим данным, например, у нас, если в 2020 году было состояние критических таких более где-то 16, то в 2021 году уже в 2 раза повысилось число таких беременных, которые требовали бы оказания реанимационной помощи, требовали бы оказания помощи, требовали проведения искусственной вентиляции легких. Может ли снизить риски, связанные с коронавирусной инфекцией, вакцинация? Можно ли привиться будущей маме, уже будучи беременной, и в какие сроки это сделать лучше всего? Вообще вакцинация, конечно же, рекомендуется. Причем рекомендуется она как всему населению, так и мужчинам и женщинам репродуктивного возраста еще на этапе планирования рождения детей. В настоящее время нет данных о том, что негативно влияет вакцина на репродуктивную функцию мужчин и женщин.
И в то же время есть данные, что именно негативное влияние имеет на репродуктивный фонд перенесенная инфекция, то есть когда они заболевают. А планирование беременности после вакцинации рекомендуется уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины. Если же при беременности, то, конечно, вакцинация, особенно в группе высокого риска с имеющимися заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, эндокринная патология, избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет. А в этих группах вакцинация, можно сказать, обязательно, потому что течение заболевания в этой группе более тяжелое. Вакцинироваться рекомендуется после 22 недель беременности. А в каких отделениях проходит лечение женщины с COVID-19? Лечение вообще все беременные в нашей республике госпитализируются, и родоразрешается, им оказывается помощь в акушерском отделении перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. Также проводится лечение в инфекционном и пульмонологических отделениях нашей больницы. Но вот в настоящее время, например, на сегодняшний, если на 20 число было зарегистрировано 111 беременных, то и в отделениях находилось 58 беременных, то за сегодняшние сутки еще прибавилось 23 пациентки, находящиеся и госпитализированы в стационар. В стационаре, конечно же, госпитализируются женщины средней, тяжелой и тяжелых форм заболеваний. Скажите, есть ли какие-то особенности лечения у беременных женщин? Естественно, лечение беременных женщин при любых заболеваниях обычно должно соразмеряться с пользой и вредом для плода, и для беременной. Основные принципы лечения, конечно же, остаются теми же. Естественно, только используются препараты, разрешенные для беременных женщин. Возможно, у беременных женщин, которые больны ковидом, есть какая-то профилактика? Профилактика, она должна быть, она есть. Есть, конечно же, неспецифическая профилактика, это все мероприятия и среди населения. Она направлена на предотвращение распространения инфекции. В отношении источника это необходимо своевременно и рано выявлять источник или больного человека. Также на воздействие на механизмы передачи. Это и изоляция больных, и выполнение санэпидтребований по ношению маски, по ношению средств защиты, соблюдение режима, правил личной гигиены. Кроме того, естественно же, есть профилактика медикаментозная для беременных. Для беременных в основном используются препараты интерферона, это глипферон эндоназально. Также рекомендуется, естественно, элиминация вируса при возможном контакте в виде, например, орошения слизистой оболочки полости носа обычным физраствором. И специфическая профилактика – это, естественно, вакцинирование. Благодарю вас, Данара Даманцыреновна, за то, что осветили самые важные моменты. Возможно, после просмотра этого интервью каждый сделает для себя необходимые выводы. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.